Кыргызстане около 200 тысяч граждан с ограниченными возможностями физического здоровья. Все они ежегодно должны проходить освидетельствование, чтобы в последующем получать пособие от государства. Вот только отдельные слуги народа называют это полным абсурдом. По их словам, эти люди не должны ничего подтверждать, так как результат налицо. Сегодня это тема программы «Маселе». Здравствуйте. А беседовать мы будем с депутатом парламента Аидой Исмаиловой. Аида Джикшимбаевна, скажите, пожалуйста, вот по этому вопросу государство какую позицию занимает? Вы знаете, я могу сказать, что государство самоотстранилось просто от этой проблемы, поэтому вот приходится на уровне уже Диор Кенеша этот вопрос поднимать. Я хочу сказать то, что мне в соцсетях поступило обращение нескольких граждан по этому поводу, поэтому я вот сейчас этим и занимаюсь. Суть обращения в том, что переосвидетельствование, да, вот этот момент и переосвидетельствование в комиссии полностью коррумпировано, просят деньги за, допустим, переход из одной категории в другую. Потом, вы знаете, вот эти очереди, да, в которых наши граждане с ограниченными возможностями находятся, они просто уму непостижимо, когда видишь вот такую картину. Просто мне отправили фотографии, где вот в небольшой комнатке, в обшарпанной комнатке находятся наши граждане с ограниченными возможностями. Кто сидит, кто стоит, это вот с костылями и так далее. И я вообще не понимаю это все. Я не понимаю в том плане, в том, что, представляете, это люди, у которых уже нет конечностей, нет зрения, да, нет там глаза, он потерял глаз, ну и так далее. Почему они должны ежегодно проходить вот это переосвидетельствование? И почему они должны ждать вот в этих обшарпанных комнатах свою очередь? И это еще сопровождается коррупцией, получается, да? Поэтому я вот этот вопрос и подняла. Я хочу все-таки довести это все до логического конца, чтобы хоть немного облегчить жизнь нашим гражданам. Вот. И буквально позавчера я провела первую встречу по этому поводу. Я организовала площадку, где встретились и представители государственных органов, представители ЛОВЗ, и я сама была, общественной организации. И там мы примерно услышали вообще, какие вопросы есть. Но меня удручает тот момент, что хорошо, представители соцзащиты, они говорят о том, что вот у нас есть пилотные проекты и так далее. Мы видим это вот в будущем вот так-то, так-то. Но проблема сейчас есть. И в то время, когда мы вот там сидели, разговаривали, какая-то часть населения, она стояла и ждала очереди, да, на это переосвидетельствование. Вот это меня выводит вот вообще из себя. Людям и так тяжело. А мы еще и не можем помочь, хотя государство должно гарантировать им нормальную жизнь. Вот. И по этой теме очень много можно говорить, потому что во время нашего разговора это все вышло так, что это все упирается опять же в программу госгарантий, эту программу ведет оно при ФОМСе. Были родители, которые жаловались, вот, допустим, ребенок болеет ДЦП, им приходится покупать дорогущие лекарства где-то за рубежом, им приходится где-то лежать для того, чтобы они для того, чтобы получить заключение, они должны почему-то пролежать в больнице, допустим, в детскую Джальскую идут в больницу, после 3 лет их уже туда почему-то не ложат, придумывают всякие какие-то причины, а они должны получить заключение. Почему они это должны делать? Ведь ребенок с ДЦП, тот же Дауна, да, в 2 года раз они должны проходить вот это вот переосвидетельствование. И поэтому я предлагаю вообще вот эту вот очень тяжелую категорию тяжелых болезней вообще вынести на первое место, да, и к ним применить какие-то, я не знаю, какие-то преференции, да, может быть, какие-то облегчения, да, вот, это одно. У них нет электронной базы данных. Если бы была электронная база данных, они бы не стояли бы все в этих комнатах и не ждали бы. И потом, смотрите, человек, он не должен находиться там, он должен сидеть дома, и к нему государство, к нему та же комиссия должна прийти на дом. Как раз-таки на этом круглом столе вот это и выясняется, что сейчас есть постановление наших государственных органов, по которому эта комиссия при поступлении заявки выезжает на дом. Но об этом-то никто не знает.
Почему они это держат при себе? И почему тот же ФОМС, он держит вот эту категорию, категорию ПГГ, да, по которому они должны возмещать, вот, допустим, тем же ЛОВЗ, это я сейчас говорю о маленькой, об одной только категории, все потраченные расходы, да, потому что многие ЛОВЗ об этом, оказывается, даже и не знали. Информационной политики-то нет, работать госорганы не хотят, у нас все есть. У нас, смотрите, ФОМСу выделяется, вот 2018 год мы рассматривали, 14 миллиардов 776 миллионов сом в год, да? Вот эти все категории, которые у них расписаны, 40 с лишним, они никто, они вот эту вот помощь они не получают. Почему они не... ФОМС ссылается на то, что мы договариваемся, просто делаем договор с определенными больницами, а больницы, в свою очередь, должны возмещать. Но почему они тогда делают из 1000 с чем-то медучреждений, у них около 100 только, около 100 медучреждениями заключены договора? Почему это так? ПГГ вообще кого обеспечивает? Ранее вы не раз поднимали этот вопрос в парламенте. Вообще есть какая-нибудь реакция? Вы знаете, вот сейчас как раз-таки люди тут вышли на митинг по гемодиализу, и как раз-таки руководители ФОМС здесь. У нас без конца меняются, я это озвучивала при Калиеве, сейчас пришла новая директор, я ей уже несколько раз говорила, я сегодня на заседании Джорджа я уже потребовала. Я попросила передать протокольное поручение профильному комитету, и я потребовала пересмотреть эти критерии, по которым ЛОВЗ там, и так далее, и другие категории должны получать эту помощь. Почему? Потому что с 90-х годов критерии не пересматривались. В них остались цены, прескуранты старые. Например, консультация. Вчера родительница говорит, ЛОВЗ. 25 сомов сейчас у нас в прескуранте прописано. А цены-то сейчас другие, у нас же сейчас все поменялось, и система поменялась, у нас расценки поменялись, 500 сом сейчас консультация стоит. Поэтому я настоятельно требую, чтобы ФОМС пересмотрел вот эти вот категории. Как вы считаете, по какой причине до сих пор не разработан отдельный законопроект, в разы облегчающий положение ЛОВЗ? Да, вот у нас в городе, да, я очень много тоже по этому поводу выступала, у нас в городе проведена некая псевдореформа, я ее так называю открыто, потому что она была проведена без какого-либо экономического анализа, там очень много нужно было сделать анализов и по Трудовому кодексу, Госэкотехинспекция, потому что это затрагивает трудовые отношения. Вот. Ничего этого сделано не было, я вносила это в комитет, было решение комитета о том, чтобы создать межведомственную рабочую группу, которая должна была решить, стоит это делать или нет. Но для того, чтобы межведомственная комиссия это решила, я требовала сделать все виды анализов, в том числе и экономические. Ничего этого сделано не было. У меня коллега в комитете, которая почему-то попросила им отсрочку, передвинула вот решение, дату моего решения на потом. Ну, это тоже, это какая-то, я не знаю, в кавычках, помощь псевдореформаторам, что ли, да, со стороны моих коллег тоже. Ну, я не знаю, как это назвать, поэтому я вынесла на 28 число отчет Эмирбековой Алтынай Сейитбековны, вице-премьера по соцблоку, для того, чтобы она отчиталась по всем вот этим рабочим группам, в особенности Министерства здравоохранения, которые были подняты мною и другими моими коллегами. Как раз-таки вот этот ЦСМ в это входит. Вот вы сейчас говорите о том, что о приписках. То есть, вот смотрите, они сделали индикаторы, по этим индикаторам набираются баллы, по баллам начисляется заработная плата. Индикаторы сейчас у нас могут сломать статистику страны. Почему? Потому что для того, нужно же все-таки, ну, они же обещали повышенную зарплату, да, по этим, а методика это вот эти индикаторы. Например, человек приходит, это я уже была свидетелем, я это видела, человека, оказывается, сделали переболевшим пневмонией. Хотя на самом деле вот этот человек, этот ребенок, он не перебаливал пневмонией. Вот, делают человека переболевшим пневмонией, за это начисляются баллы, он излечился как будто бы врач излечил, начисляются баллы, и по этим баллам начисляется заработная плата. Так мы, извините меня, для того, чтобы
без вот этой экономической подоплеки сделали реформу, и для того, чтобы теперь по этой реформе врачи могли получить какую-то там повышенную зарплату, мы сейчас можем еще и сломать статистику страны, переболевших перенесенных болезней. Вот. И потом, смотрите, один врач, он и гинеколог, он терапевт, да, педиатр, ну и так далее, да. Ну, будем надеяться, что наши депутаты все-таки доведут дело до логического конца. Закон будет принят, который хотя бы в разы облегчит положение ЛОВЗ. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был депутат парламента Аида Исмаилова. И я напоминаю, что у нас в Масиле был в формате экспресс. Спасибо вам за содержательную беседу. До свидания.